В скором времени по всей стране будут реформированы детские дома и школы-интернаты, поскольку на содержание домов уходит много денег из бюджета. Ну и самое главное, каждый ребенок должен жить в семье. Он нуждается в заботе, в хорошем воспитании и родительской любви. В интернатах у воспитателей нет времени уделять внимание каждому ребенку. Детей вынуждены переводить в приемные семьи. Дети до 16 лет помещаются на временный уход в семью. Последним особые требования. В семье не должно быть более 5 детей, включая своего собственного. Что у нас на сегодня выпустились 200 детей в фостерных семьях. Также 44 семьи воспитывают 72 ребенка. Мы пересмотрели положение, было правительством принято. И на сегодня мы заработную плату рассматриваем 1,5 прожиточных минимума. Это действительно реально смотрим, потому что прожиточный минимум на человека в месяц сколько уходит, то выплата составляет 1,5 прожиточных минимума. Приемная семья заботится о ребенке. Государство, в свою очередь, решило поддержать такие семьи. Разработано новое положение «Семья для ребенка в трудной жизненной ситуации». Семья, усыновившая ребенка, получит 18 757 сомов, включая расходы на ребенка и заработную плату. Если возьмут под опеку еще одного ребенка, то и выплаты будут увеличены. Также, если количество детей становится больше в семье, то, соответственно, в процентном соотношении и зарплата повышается, и на каждого ребенка содержание тоже. Еще нужно отметить, что фостерные семьи – это когда мы их должны развивать в каждом селе, в каждом городе, так как в любом городе бывают зачастую случаи, когда ребенок остается в трудной жизненной ситуации, чтобы его не определять в интернатное учреждение, мы будем их определять по мере возможности в те фостерные семьи, которые там существуют. Впрочем, детские психологи положительно относятся к этой инициативе. Но во главе угла у приемных родителей должно стоять не финансовый интерес, а забота и любовь к ребенку. Если говорить в общем, то это хорошо, когда у детей-сирот появляются родители. Они получают заботу, внимание и воспитание. Там не может быть той семейной атмосферы, поэтому это лучше. Во-вторых, надо смотреть на ситуацию, нужды в семье, а также семейное положение. Приемные семьи получат временную опеку над детьми на договорной основе. Они также должны будут соответствовать определенным требованиям и пройти специальную подготовку. Желающим стать приемными родителями следует обращаться в районные и городские управления труда и социального развития по месту жительства. Согласно сегодняшним требованиям, школы-интернаты в стране должны будут быть упразднены, а дети должны воспитываться в семьях. Поэтому детей-сирот надо будет отдать в фостерные семьи. Если мы посмотрим на текущую мировую тенденцию, в развитых странах нет детских домов. Они удивляются, когда узнают о том, что есть до сих пор дома-интернаты. В последнее время постсоветские страны начали делать то же самое. Сегодня Кыргызстан меняется. Ведется работа по ликвидации интернатов, которую в настоящее время поддерживают президент и правительство, так как ежегодно на финансирование детских домов выделяется 500 миллионов сомов. Однако маловероятно, что эти средства будут потрачены по назначению. Сегодня в стране 44 приемных семьи, в которых воспитываются 72 ребенка. С 2014 года было усыновлено более 200 детей. В настоящее время в стране действует более 140 детских домов и школ-интернатов. Здесь воспитывается около 12 тысяч подростков. Айджан Аманова, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.